За последние 30 лет в России почти вдвое увеличилось число людей с избыточной массой тела. Доступность и разнообразие продуктов растет, а физическая активность свелась к минимуму. О том, как правильно питаться, победить авитаминоз и как срочно похудеть к лету, мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей, врачом-диетологом Ульяной Лебедевой. Добрый вечер, Ульяна Михайловна. Добрый. Вот знаменитое выражение «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». Так ли это и что будет, если следовать жизни этому правилу? Ну, это, как вы сказали, отметили, знаменитое выражение, но это любимое выражение великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, да, который прожил, кстати, 70 лет в те времена. Это считается долгожительством, да. И он считал, что да, сытный, плотный ужин, он вредит здоровью человека, и поэтому эти высказывания, они как раз способствуют тем подходам, да, к питанию. Вот одним из таких подходов, которые, имеют тоже выражение к обсуждению. Почему? Потому что с точки зрения таких биоритмов, да, здоровья, в современном мире вообще считается, что это такое не очень хороший подход к рациональному питанию, потому что завтрак съедать самому плотно, да, когда организм только пробуждается от очищения, считается, что неестественно. И поэтому завтрак, он должен быть легким, да, и с большим содержанием клетчатки, продуктов и блюд. А обед, он когда пищеварение активизируется с 12 до 3 часов, здесь, да, действительно очень плотный такой. С другом поделиться всегда нужно, да, и можно. Но, тем не менее, не всегда, потому что в период активного пищеварения организм должен получать в сутки самое большое количество в этот период. Да, для того, чтобы не было никаких нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, которые способствуют развитию всех других нарушений, да, других органов и систем, и чтобы со всеми последующими этими моментами. А ужин, он должен быть тоже голодным на ужине оставаться тоже нельзя. Почему? Потому что в этот период организм тоже должен усваивать, переваривать для того, чтобы подготовиться ко сну. Да? Организм не должен голодным засыпать. И поэтому есть такое выражение, есть такой принцип, да, придерживание режима дня и питания. В 18 часов, например, если человек засыпает 22 часа, то 18 часов — это последние с 18 до 19 часов. 3-4 должно быть еще в запасе для того, чтобы это все так активно работал. И когда человек отходит ко сну, да, у него организм уже должен отдыхать в это время ночью. В силу этих причин такие высказывания, выражения, конечно, великих людей, они до сих пор остаются, тем более, но имеют свои особенности, подходы. Индивидуальные. Да. Вот с какими вопросами к вам чаще всего обращаются? Лишний вес? Знаете, я бы не сказала, чаще обращаются с лишним весом. Конечно, это бич современного такого мира, да, 30% людей, да, они в мире находятся на грани, например, с избыточным весом или с такими уже диагностированными этими ожирением первой, второй, третьей степени, да, там по степеням тоже отличаются в зависимости от подходов. Я бы сказала, чисто на практике, да, еще обращаются больше с дефицитом веса. Почему-то. И я считаю, что эта причина, да, эта жалоба с дефицита веса идет тоже от причины ожирения. Потому что и особенно обращаются
ну, родителей, да, и тех детей, которые вот, ну, когда-то были полные, да, в детстве, ну, в детстве имеется в виду в маленьком возрасте, и когда они уже осознали в таком подростковом состоянии и вот их полноту или избыточный вес. Естественно, конечно, это происходит такой психологическая такая атака. Избавиться от этого и начинают худеть. Да? И неправильное худение вот приводит к такому дефициту ну, веса, истощению. Да? Это тоже немаловажная такая проблема, нежели ожирение. И вот они оба рядышком идут и практически несут в мире очень большие такие уроны в состоянии здоровья за счет нарушения обменных процессов. Вот что нужно делать человеку, у которого есть лишний вес? Ну, наверное, сначала надо понять, лишний ли вес, да, потому что все-таки надо учитывать индекс массы тела. Вот есть же специальная формула. Давайте вот про формулу сначала, да, и потом про то, что нужно делать. Да, ну это простой, очень простой, доступный, да, и достаточно объективный вот этот способ распознавания и это массы тела, да, и называется индекс массы тела или индекс Кетле, который вычисляется как Рост? Да, нет, килограмм. Отношение килограмма, отношение веса в килограммах, да, к квадрату роста в метрах. Да. И вот более 20-25 вот, считается индекс, да, массы тела, считается уже как избыточная масса тела и ожирение. И поэтому вот знание вот этой формулы, да, и вычисление вот этой формулы. Ну давайте я попробую простым языком сказать. Допустим, у меня рост 1,82 м, 1,82 м я умножаю на 1,82 м, то есть возвожу в квадрат, получаю цифру, значит, она идет вниз, так, а наверху у меня вес в килограммах. Ну вот я вешу 90 килограмм, значит, 90 мы делим на, значит, ну там сколько-то будет, там 2, сколько-то с хвостиком, наверное. И получаю какой-то индекс массы тела. Там, ну, скорее всего, у меня будет где-то около 24-25. Вот так. Это вот верхняя граница, я понимаю. Да. Еще чуть-чуть, и я стану уже чуть-чуть с избыточным массой тела. Да, Ну, совершенно правильно. Значит, понятно. Вот что делать, чтобы я таким не стал? Ну, во-первых, образ жизни должен быть у человека, не только питание, полностью, потому что это зависит от множества факторов. Это не только питание, но и движение, во-первых, сон и активный отдых, пассивный отдых, они должны в образе жизни соотноситься как здоровыми. Да? И больше знаний и умений должно быть. И поэтому последняя политика вот, это поддержание вот здорового образа жизни, здорового питания, это соотносится к информации, да, передаче информации, ну, то, чего мы тоже здесь, на этой площадке делаем. И обучение, да, обучение, чтобы люди были грамотными в отношении поддержания своего здоровья и здорового питания. Вот. Есть определенные принципы, да, принципы здорового питания, которым нужно придерживаться. Это, во-первых, вот, ну, продуктовый набор должен состоять из здоровых продуктов питания, да, и из них должны производиться эти кондитерские изделия, там, напитки разные, блюда разные, да. Ну вот, и человек должен знать, когда и с чем он должен, соотношение вот этих сочетаний этих продуктов и блюд он должен знать. Да? И для того, чтобы если человек, там стандартный человек занимается там физическим трудом, да, умственным трудом или совсем пассивный образ жизни ведет, то, что характерно в наше время, очень много сидячих вот, ну, положений в образе жизни, тогда, конечно, это все считается
считается, и тоже имеются разные формулы, да, по которым есть нормы, которые в 2021 году обновились через 15 лет в Российской Федерации, нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах среди различных групп населения. Ну, различные группы населения. Это начиная от беременных женщин, когда внутриутробное питание идет, да, грудного вскармливания, когда женщина кормит своего там, любимого ребенка, да, своим грудным молоком. Мы, кстати, банк грудного молока в прошлом году открывали в Якутской республиканской клинической больнице в перинатальном центре. Это первый банк грудного молока. И там индивидуального грудного молока. Почему я это акцентирую? Потому что женщина сама, ну вот есть же женщины, которые очень много вырабатывают грудное молоко, да, и для сохранения, чтобы не выбрасывалось, они там хранят, а потом берут оттуда с собой домой и оттягивают те, вот если, например, по каким-то причинам или женщина захотела куда-то идти на время, да, тогда вот из морозилки, холодильника вытаскивает, да, размораживает и кормит своим грудным молоком ребенка. Ну, это, если это рассказывать, это я могу очень долго и так интересно рассказывать. А что касается вот грудного вскармливания, потом дальше дети разных возрастов, да, малыш 1-го года жизни, малыш раннего возраста, это до 3 лет, а потом дошкольный возраст, школьный возраст. В школьном возрасте есть ранний школьный возраст, средний школьный и старший школьный возраст. Да. И почему на это я акцентирую? Потому что нормы разные. Да? И даже физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах распределяется вот тем, которые не только по возрасту, да, но и по половым признакам. Для девочки 12 лет совершенно другая потребность, чем для мальчика 12 лет и так далее. Да? Вот. И потом уже, когда взрослый человек, уже, ну, я до того озвучила, что есть умственный труд, 1-я, 2-я, 3-я, 5 таких групп физической активности. Вот в зависимости от этой физической активности как раз и нормы разные, да, которые вот специалисты, ну, не только специалисты, но и население, вот каждый человек, если будет это знать, они и в интернете очень хорошо освещены, если будет знать свою норму, и оттуда и возникают формирование своего рациона, там, да, этой потребительской корзины своей. Вот, ну, все от этих. Ну, давайте тогда дадим определение, что такое правильное питание. Ну, правильное питание – это немножко ступор, да? Потому что это такое обычное, как будто, на мой взгляд, явление, да, которое вот имеет свое определение. Да? Правильное питание, ну, по-другому называют, и здоровое питание, сбалансированное питание, рациональное питание. Да? И оно должно, это правильное питание, оно должно оказывать на работу всех систем органов благоприятные действия. Да? Вот человек питается, да, и он должен знать, сколько раз он должен питаться, да, и чем питаться, и вот эти все продукты питания или блюд, ну, из которых делаются разные блюда, да, поступая в организм, он способствует какое-то то ли негативное вредное влияние, да, то ли здоровое влияние. И мы должны выбирать, чтобы это правильное питание, из которого состоит вот обеспечение организма этими хорошими продуктами, там, блюдами, да, оно должно способствовать на работу всех вот этих органов систем, ну, благоприятно, повторно. Да. А вот влияет ли генетика на состояние тела человека? Знаете, последние годы очень не только муссируется этот вопрос, но и изучается. Да? И есть понимание, вот есть даже отдельные такие нозологии, ну, названия, да, вот этих термины, нутригенетика, нутригеномика, да, это влияние
питание через гены на здоровье людей. Да? Потому что и с ростом вот, индустрии питания, генетических аспектов есть понимание вот, предрасположенности. Да? И мы изучаем, вот, даже у нас есть в 2017 году, вот, до 2017 года, где-то 2-3 года мы изучали предрасположенность генов к ожирению, да? В триаде мать и ребенок. Это в молоке матери, да, выявляли аллели генов на предрасположенность вот к ожирению. Эта работа проходила у нас под курацией Института питания тогда, сейчас Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи. И вот этот полиморфизм генов к якутской, ну вот якутской популяции и вообще якутянам, да, есть, но он меньше, чем вот мы сравнивали с астраханскими женщинами и с детьми, да, меньше, чем у них. И вот факторами, которые способствуют к этому полиморфизму, более, вот чем старше становится женщина, чем у нее возникает лишний вес. Да? И вот и рожденные от этих женщин дети, они уже предрасположенностью рождаются к избыточному весу и ожирению. И поэтому, безусловно, конечно, есть вот связь с генетикой. Вот у вас название специальности диетология. Давайте теперь о диетах. Очень была не так давно модная кето-диета, там, кефир, еще прочие вещи. Да? Вот насколько диеты полезны и когда их нужно применять? Если бы о диетах, ну, диеты не были значимы, да, не было бы этого направления, да, диетологии. И особенно сейчас, в последнее время, да, это развивается таким мощным движением. Да. И вот по вопросу, насколько полезны они, да, действительно, они полезны. Да. И они полезны. И вот диеты, они бывают ведь разные. Есть профилактические диеты, да, здоровые диеты, есть лечебные диеты. Но в принципе любая диета идет с ограничением. Есть понимание, то, о чем я сказала, рациональное питание, куда вкладываются все пищевые вещества, да, ну, сколько в таблице Менделеева, да, есть элементов, да, столько и должно войти в наш организм вместе с пищей, да, в разных концентрациях. Да. Витаминов, минералов совсем маленькая концентрация, но они архиважно необходимы, на то и некоторые являются вообще эссенциальными, да, необходимыми, которые не расщепляются в организме. И любая диета, она идет с ограничением, и особенно лечебные диеты. И поэтому вот на диетах нельзя жить. Диеты, они должны назначаться, диеты, они должны приходить с каким, ну, в определенное время. Ну, например, на 1 неделю, на 2 недели, там, или если там идет какая-то положительная динамика с изменениями, там, с какими-то вариациями, да, на на месяц, ну, например. Да? И поэтому, а так здоровый человек, он не должен находиться на диетах. У здорового человека должно быть рациональное, сбалансированное, здоровое питание. Вот, кстати, про рациональное, сбалансированное вегетарианство и тот, кто все-таки употребляет мясо. Ваши отношения нормальные, это нет? В зависимости, ну, вегетарианство — это образ жизни людей, ну, питание людей, да? И в зависимости от места, где они проживают, естественно, конечно, это же отказ от животных, да, белков, да, и вот в наших условиях, в северных условиях, это невозможно. И если возможно, то оно на какой-то, ну, кратковременный или каким-то этим с применением, например, каких-то добавок, да, дополнительных, потому что
суровые наши условия, они требуют определенных подходов, чтобы больше белковой пищи было, больше жиров таких ненасыщенных, да, нежели углеводов с низким содержанием углеводов, нагрузки. Вот более таких жарких странах, на юге, там, да, где человеческий организм, этот метаболизм сам справляется с такими элементами, то там, в принципе, конечно, более легко переносится. И поэтому, но это образ жизни, и поэтому каждый человек сам принимает этот образ жизни, но он должен знать, что принципы построения вообще вегетарианской диеты, это же диета, да, если ограничения есть, то это диета. И вот тот вопрос, предыдущий вопрос и ответ, который мы тут обсуждали, это касается как раз вот данного вопроса тоже. Соль и сахар. Белая смерть. Да. Сколько можно их кушать? Нисколько. Чем меньше, тем лучше. Ну, да? вот я, но допустим, без них не могу тоже без, невозможно. Да, без соли я, допустим, не могу. Но без них без. тоже невозможно. И поэтому есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, да, которые вот пишут и говорят о том, что там чайная ложка 5 граммов, да, соли, и сахара чем меньше, тем лучше. И поэтому, в принципе, любой продукт, да, который состоящий из пищевых веществ, они должны присутствовать в рациональном питании, да, и в том числе и соль, и сахар. Они тоже необходимы, как продукт и как пищевые вещества. Да? Но только надо знать, сколько их нужно принимать в тех или других состояниях или состояниях или там, ситуации. Да? Вот, я так считаю. Сколько воды надо пить в день? 1,5-2 литра. 80% человеческого организма состоит из воды. И поэтому в зависимости от той же ситуации и состояния, да, вот, в котором проживает человек или находится человек, и корректируется вот эта концентрация воды. Вот. Сколько. Если жарко, в жару, например, да, и вот человек занимается спортом, тогда или физической активностью, то, конечно, 1,5-2 литра — это мало для него, и поэтому там все 5 литров нужно пить. Какие продукты стоит полностью исключить из рациона? Есть такие? Знаете, вот ни одного продукта ведь нету в мире, да, который содержит все питательные вещества, необходимые для функционирования организма. И поэтому построение рациона должно складываться из множества ассортимента продуктов. Чем больше ассортимента, тем лучше. Потому что, например, в картофеле больше витамина С, в мясе это железо. Да? И сочетание этих продуктов, конечно, дает и в обеспечение тем или другим пищевым веществом. Да? И потому, согласно этой трактовки, естественно, конечно, нету ни одного продукта, который не имел бы в рациональном питании места быть, но есть такие продукты, которые имеют множество, много объема, которые содержат большое количество трансжиров, да, рафинированных углеводов, те, которые маркетинговые продукты, которые для бизнеса, да, их надо опасаться. Почему? Потому что они могут быть хорошо, если они вообще пустышки, да, чтобы просто съели и ничего с ними не случилось, да, а есть продукты, которые мало того, что влияют плохо, но и это развивают болезни, их надо вообще исключать. Вот сейчас модно кушать, не знаю, всякие водоросли, это вертера, еще прочие вещи. Вот что с этим делать? Стоит бешено, а есть ли от них смысл? В ресторане можно кушать, да? А в обычной жизни нет.
Ну, то есть это что в Потому банках что, потому продают, что это- вот в условиях севера эти продукты, они недавно только появились, да, и мы питались своей пищей, да, и вот есть понимание традиционного питания, да, вот больше белков, жиров, там, хороших жиров, да, и жеребятина наша чего стоит, ягоды наши дикоросы, да, чего стоят. Кстати, очень хорошо вместо фруктов их принимать. И поэтому наши свои, которые выращиваются и созревают в наших полях, там, в лесах, вот их надо использовать максимально. Вот сейчас очень модно стало витамин D, сдают анализы, пьют его горстями. Ваше отношение к употреблению витаминов? Недостаточность витамина очень распространена в наших, в нашей республике. И кто бы сдал, да, концентрация витамина D, она низкая или пониженная. И поэтому витамин D нужно принимать, это однозначно. Но в зависимости от сезона года, да, и потому что у нас не хватает витамина в силу инсоляции, там, ситуации, там, погодных условий, да, солнца мало, хотя у нас солнца много, и спрашивают, у вас такое солнце, и почему, типа, витамина D не хватает? Я говорю, потому что в одежде ходим, и только здесь отсюда выходит, усваивается. Есть тоже такое, есть какая-то, наверное, истина, но тем не менее вот то, что проверено, то и к этому верить надо. Все индивидуально это и да, исходя из это верить надо. того, что есть. Но на широкомасштабных исследованиях, да, это доказано, и поэтому вот эти основные такие эссенциальные витамины, да, витамин D, там, железо, да, там, витамин С, аскорбиновая кислота, они должны принимать в наших рационах и вообще и дополнительного приема вот должны быть. Интервальное голодание стоит ли практиковать? Все можно практиковать, потому что человек же любопытен, и мы с вами тоже любопытны. Почему здесь потом находимся? состояние здоровья? Но какое-то определенное время. Любая диета, она уже о себе даст знать в течение 2 недель. Да? Если до 2 недель от этой диеты никакой пользы нет, то уже нужно искать другие диеты или подходы к питанию. Это однозначно. Вот еще по хирургической операции хочется в завершении беседы задать вопросы. Некоторые будут там липосакциями, подтяжками, потом мезотерапия, разные способы. Насколько эффект от них будет пролонгирован, если не сочетать его с правильным питанием? Знаете, человек, он индивидуален же, да? И мы, например, максимально должны стараться обучать их. Да? И это образовательные учреждения у нас, их много, да? Там министерства, где есть разные вот эти подразделения, которые конкретно занимаются информацией, информационно-образовательной, обучающей деятельностью. Вот и с использованием их, да, вот, работы надо максимально обучать население грамотному подходу к здоровому образу жизни, грамотному подходу к здоровому питанию, да, человек, он сам может принять или не может, да. Есть человек, который загружен и вообще ночами только работает, а днем любит спать. Мы же не можем же сказать, давай, типа, спи ночью, а днем работай. Естественно, конечно, естественный процесс, он так должен быть, да? Но когда вот такие есть индивидуализации, да, и к нему нужно подходить и индивидуально. И с учетом, раз человек вот так не может принять вот принципы здорового образа жизни, естественно, конечно, у него вот эти все нарушения и произойдут. Мы имеем в виду там избыточного веса, ожирения, да, тогда, конечно, вот эти все манипуляции, процедуры, они необходимы для него.
вот к этому нужно относиться нормально, да? Но, конечно, стараться нужно этого человека переубедить, чтобы Но, естественно, конечно, то, что касается хирургических моментов, да, то лучше не доходить до них. Вот стараться естественным образом вот, предотвратить те нарушения, которые возникают. Вот, ну, я так считаю. Спасибо большое, Лена Михайловна, что пришли к нам в студию и рассказали о том, как правильно питаться, возможно, где-то развеяли мифы. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была кандидат медицинских наук, доцент Северо-Восточного федерального университета Лена Михайловна Лебедева, и мы говорили о правильном питании. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. Всего вам самого доброго, конечно же, здоровья. До свидания.